Родителям и их детям, гуляющим вблизи городского дворца культуры в понедельник, посчастливилось стать участниками увлекательного детского праздника. На площади перед ГДК развернулся целый развлекательный центр для маленьких горожан. Юные художники могли украсить своими шедеврами плиты площади, а будущим футболистам представилась уникальная возможность забить гол в ворота уже профессиональных спортсменов. Кроме этого, малыши с удовольствием играли в баскетбол, бокс, национальные игры, учились проходить полосу препятствий, завязывать туристические узлы разной сложности. Конечно, праздник не обошелся без песен и танцев. Даже взрослым было тяжело удержаться от соблазна станцевать под зажигательную музыку. Но кто же организовал все это мероприятие в будний день? И что послужило поводом для праздника? Социальные акции под эгидой Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы стали традиционными в рамках проведения фестиваля «Студенческая весна». Ежегодно в акциях студенты БГПУ детям, проводимых перед гала-концертом, кроме обычных прохожих, участвуют дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Свой праздник молодости будущие педагоги с удовольствием делятся с теми, кто лишен родительской любви и заботы. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Счастливые, трудолюбивые, умные, дружные, единые, неутомимые, творческие. Таковы студенты Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Именно им и вручал почетные грамоты, сертификаты и благодарности ректор БГПУ Раиль Асадуллин. В холле второго этажа городского дворца культуры собрались те выпускники, которые все 5 лет жили университетом. В их числе многократный паралимпийский чемпион Вадим Боровик, который прославил не только наш университет, но и всю страну на международных соревнованиях. И каждый в будущем способен достичь таких вершин в разных областях, уверен Раиль Асадуллин. По его мнению, будущее республики в руках нынешних студентов. Хочу сказать, наверное, пройдет совсем мало времени, когда каждым из вас мы будем гордиться и говорить, а ведь этот человек закончил наш университет. А само торжество, которое с таким волнением ждали студенты и преподаватели, началось с объявления победителей конкурса «Студенческая весна» среди факультетов. 3-е место завоевал социально-гуманитарный факультет, 2-е место – факультет башкирской филологии. Почетное 1-е место присудили Институту педагогики. Ну а самыми на студенческой весне 2012 оказались студенты Института исторического и правового образования. Факультетам, получившим первые 4 места, университет выделил материальные средства на приобретение сценических костюмов. А для студентов это новые возможности и перспективы творческого развития. Студенты педвуза всегда отличались креативностью и разножанровостью. Ведь кроме знания азов педагогики, профессии потребуют от них и актерских способностей. О, какие люди! Сам Хананов к нам пожаловал. А на лекциях я тебя что-то не припомню. Ну, наверное, ты все знаешь. Ответь мне на вопрос, в каком году Наполеон напал на Россию? Уровню профессионализма будущих учителей могли бы позавидовать многие артисты. Например, студентку Института педагогики Эльзу Бадрединову жюри вокального конкурса в Болгарии выбрало лучшее за исполнение башкирской народной песни. А группа барабанщиц мажореток единственная в своем роде в республике, которая своими яркими выступлениями украшает многие важные мероприятия города. Музыкальный ринг, степ, спортивно-аэробическое шоу, миниатюры, танцы народов мира, мода, КВН. Фантазии студентов не было предела. Участие в таких мероприятиях дарит студентам огромное количество адреналина и позитива. И многие впредь не представляют своей жизни без этих ярких вспышек. А это стимул для самосовершенствования и самовыражения. Студенческие годы в БГПУ – это